Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина, и вот главные темы выпуска. Жесткая финансовая дисциплина и исполнение всех обязанностей. Бюджет на текущий год сформирован со значительным дефицитом. Сегодня в республике обсуждали исполнение бюджета в начале года. Какие задачи поставил Рустам Минниханов, расскажет Рамиль Галиулян. Почти 10 тысяч татарстанцев теперь должны выбрать альтернативу берегу турецкому. Все было оплачено, все было куплено, уже собирались. Какие направления отдыха популярны у татарстанцев и можно ли без ограничений путешествовать по России, расскажет Вероника Гайнудинова. За последние 3 месяца в школьных столовых побывало более 8 тысяч мам и пап. В меню мы видим и фрукты, и овощи, салаты. Как это повлияло на качество еды, узнала Юлия Гоголева. Чтобы все блестело и искрилось. Запылился ты, дорогой, за зиму, давай помоем тебя. Кто из исторических личностей уже посетил Казанскую баню? Подробности у Натальи Мезиной. Обеспечить жесткую финансовую дисциплину и исполнять все социальные обязательства. Такую задачу сегодня поставил Рустам Минниханов перед финансовыми, казначейскими и налоговыми органами. В Доме правительства обсудили доходы и расходы бюджета в первом квартале. Какую динамику показывает Татарстан по сравнению с другими регионами и сколько в этом году республика потратит на национальные проекты? Детали у Рамиля Галиулина. В целом я считаю, что этот год, хоть и тяжелый, мы идем пока тьфу-тьфу. Доходы консолидированного бюджета 65,5 миллиардов рублей. В основном это поступление от налога на прибыль. За 3 месяца года свыше 25 миллиардов. При этом налоговая задолженность 9 миллиардов рублей. Значительная часть у предприятий из сфер торговли, строительства, транспорта и АПК. Министерствам, ведомствам необходимо информировать получателей госуслуг и мер поддержки о наличии у них задолженности. Если есть какая-то задолженность, мы должны все наши меры поддержки приостановить. Все условия для этого созданы. С начала года произошел рост недоимки по земельному налогу, который для муниципалитетов является бюджетообразующим. Из 29 регионов, допустим, снижение 22, имеется резервы в виде недоимок, которые полностью могут закрыть отставание. По словам руководителя УФНС, в республике наблюдаются восстановительные процессы, что сказывается на поступлениях налогов. Локомотивом роста, как обычно, стал нефтегазохимический комплекс республики, обеспечивающий 57% всех поступлений. Вместе с тем, есть отрасли, где пока не преодолены сложности, вызванные пандемией, и, соответственно, налоговые поступления по ним, к сожалению, хуже прошлогодних. Как итог, республика выполняет все социальные обязательства. Это выплата зарплаты и финансирование госпрограмм. Татарстан показывает высокую динамику поступлений по сравнению с другими регионами страны. Это говорит об эффективной работе налоговиков, подчеркивает федеральный руководитель. Управление по Республике Татарстан на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в рейтинге оценки эффективности деятельности территориальных управлений и достойно занимает по итогам работы за 2020 год 1-е место в округе и 5-е место в России среди всех управлений. Как отметил Рустам Минниханов, в республике нужно обеспечить жесткую финансовую дисциплину. И напомнил, бюджет на этот год сформирован со значительным дефицитом. Существенных затрат требуют задачи в рамках национальных проектов. В этом году на эти цели Татарстан потратит больше 30 миллиардов рублей. Значительный объем средств мы затратим на реализацию республиканских программ. Эти программы направлены на улучшение качества жизни наших граждан. Необходимо продолжить работу по резервам, по всем видам доходов и, конечно же, по расходной части бюджета. Президент призвал активнее использовать механизмы поддержки инвестиционных проектов и продолжить работу по формированию бюджета на очередные 3 года. Рамиль Галиулин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Медалью столетия ТАССР Рустам Минниханов сегодня наградил ответственного секретаря комиссии России по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе за большой вклад в сохранение и приумножение культурного и духовного наследия республики. Напомним, на сегодня в список ЮНЕСКо входят Казанский Кремль, Древний Болгар и объекты острова Града-Свияжска. Очередной претендент на включение – обсерватория Энгельгарта. В следующем году в Казани пройдет 46-я сессия комитета ЮНЕСКо. Рустам Минниханов, Григорий Орджоникидзе, председатель
председатель попечительского совета Фонда Возрождения Минтимер Шаймиев обсудили все вопросы, связанные с организацией форума. Известно, что он продлится 2 недели. В столицу республики приедут порядка 3000 экспертов. Большая работа и высокое признание. Сегодня в Кремле Минтимер Шаймиев вручил награды людям, внесшим особый вклад в реализацию проектов Фонда Возрождения. В минувшем году фонд отметил свое 10-летие, и сегодняшняя церемония – продолжение в череде поощрений за дела созидания. Отметим, что в это воскресенье, 18 апреля, отмечается и Международный день памятников и исторических мест. С теми, благодаря кому наследие Татарстана вновь обрело свое величие, пообщался Дмитрий Аринин. Сегодня награды тем, с кем долгие годы работали рука об руку. Это руководители министерств, проектировщики, строители, историки. Когда в 2010 году первый президент Татарстана при поддержке Рустама Минниханова взялся за воссоздание Болгара и Свияжска, состояние многих объектов было критическим. Помогла консолидация сил профессионалов и меценатов вокруг Фонда Возрождения. Это направлено только на исполнение высоконравственных задач. Огромное вам всем спасибо, что и у нас с вами получается это. У нас с вами это получается. Самим не верится, как такое могло быть. Вот что значит то, чем мы занимаемся, нравится людям. И это находит признание мировое. За небольшой по историческим меркам срок был реализован комплексный проект «Культурное наследие Болгар-Свияжск». Так колыбель ислама Древний Болгар и Успенский собор острова града Свияжск вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе масштабных работ были восстановлены святыни, найдены уникальные артефакты, созданы музеи, которые сейчас привлекают тысячи туристов. Везде применялись и новые музееведческие подходы, и подходы к сохранению наследия, конечно, информационные технологии. Чувствуем огромную ответственность при реализации данных проектов, но, как сегодня Минтимер Шарипович сказал, этот фонд и этот проект, он зажигает на самом деле сердца. Как признание заслуг и опыта в сохранении памятников, в 2020 году в Казани состоится 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующая сессия, которая состоится сейчас в августе уже месяце, она расширенная, и очень много номинаций перейдет на нашу сессию, 45-ю сессию в 2022 году. Поэтому ваша экспертная помощь нам очень будет востребована. Фонд Возрождения стал по-настоящему многогранным. Еще одна новая миссия – создание сети полилингвальных комплексов «Адемнар» для сохранения национальных языков и культуры. Это первичное право. Одной язык от мамы. Это мамин дар. Любой матери. Вот то, что мы по лингвальной школе сейчас в порядке эксперимента, значит, сейчас делаем, этот поиск, я вам скажу. Поиск. Во-первых, снять такие вопросы, как, значит, противоречия между родителями, разных национальностей и так далее. Пожалуйста, изучай русский язык, татарский язык и английский язык. Потребность большая. Да и по желанию еще много сейчас заявлено поступает, китайского просят. Да, не удивлюсь, еще другие языки тоже потребность появится. Ну так развиваемся. Как отметили на встрече, полилингвальность – мировой тренд, и Татарстан уже сделал большой задел, чтобы быть на шаг впереди. Я сегодня Минтимеру Шариповичу тоже сказала, я говорю, надо же, как вы тонко чувствуете тренды мировые. Действительно, мультилингвизм – это тренд в мире. Все ведущие вузы мира работают, изучают этот вопрос. Еще в ближайших задачах Фонда Возрождения добиться включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО обсерватории Энгельгарда, развитие Болгарской исламской академии и открытие восстановленного собора Казанской иконы Божьей Матери. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. 32 новых случая ковид подтвердились за сутки в Татарстане. Большинство заболевших в Казани, 14 госпитализированы, остальные получают лечение на дому. Тем временем в России за сутки выявлено около 9 тысяч новых заболевших. Как сообщает республиканский штаб, в Татарстане вакцины от коронавируса привились почти 193 тысячи человек. Второй компонент получили больше 114 тысяч. Сегодня вакциной «Спутник Ви» вместе с сотрудниками Татмедиа привился заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков. Он рассказал, что уже болел коронавирусом, заразил свою супругу, маму и детей. Повторения этого не желает. В Татмедиа специально приехали медики поликлиники 16-й горбольницы для вакцинации сотрудников республиканского агентства.
Прививаясь, я понимаю, что возможность заболеть стремится к минимуму. И еще возможность того, что я эту заразу, я эту болезнь могу передать своим близким, тоже стремится к минимуму. Сочи, Крым, Арабские Эмираты и Египет – это самые частые направления, которые выбирают татарстанцы как альтернативу Турции. Отдохнуть на Средиземноморском берегу в апреле и мае собирались около 550 тысяч россиян. Из Татарстана туда, по разным данным, не отправится почти 10 тысяч человек. Большинство начали переносить туры на осень. Мы планировали поехать в начале мая, паковали чемоданы, выбирали купальники. Билеты куплены, отель забронирован, но чемоданы теперь придется распаковывать. Вероника Валикова рассказывает, лететь на Средиземноморский берег собирались большой компанией – 11 человек. Тур на май купили еще 3 месяца назад. Вроде согласились перенести тур на октябрь, и вот наш бедный турагент все перебронирует. Оставили Турцию, раздумывали по поводу Абхазии, но погода там в мае не очень, другие даты мы не рассматривали. Туры на майские праздники – одни из самых востребованных, говорят в агентствах. При раннем бронировании цены приятные, к тому же в это время берег турецкий гораздо теплее отечественного. В связи со сложившейся ситуацией сейчас жители выбирают Арабские Эмираты, Кубу и Египет. Открыть могут такие направления, как Греция и Кипр. Но цены сейчас везде растут. Спрос подскочил на Сочи и Крым. Спрос есть, так как есть спрос туристов, поэтому цена, конечно, завышается от туроператоров, но поэтому мы советуем туристам поспешить с бронью. Такой паники с возвратом туров, как в прошлом году, когда границы закрыли впервые, уже нет, говорят и турагенты, и в Роспотребнадзоре. Чаще всего на горячую линию управления обращаются жители, желающие узнать, когда откроется авиасообщение. Жалоб на туроператоров, которые не могут вывести туристов из Турции, не хотят возвращать деньги или менять место отдыха, не поступало, отмечают в Роспотребнадзоре. На сегодня в отношении отдыха по Российской Федерации никаких ограничений нет, но тем лицам, которые будут планировать все-таки выезд, ближе к тому времени нужно интересоваться, какая ситуация в том регионе, куда планируют выехать с посещением. По въезду в регионы Российской Федерации справки не требуется, и проведение ПЦР-тестирования также не требуется. Однако сдать тест на ковид сейчас должны все въезжающие в страну, причем на любом транспорте. Пока не придут результаты ПЦР-тестирования, жители должны соблюдать режим самоизоляции. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал рост цен на отдых в России. Повлияет ли это на доступность путевок? Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». В 2 раза меньше стали жаловаться казанские родители на качество школьного питания. Пик обращений был в начале учебного года. Жаловались на холодные блюда, вкусовые качества, скудное меню. Тогда организовали горячие линии. В школах начались масштабные проверки. Были выявлены существенные нарушения в учебных заведениях по всему Татарстану. В итоге было принято решение о капитальном ремонте столовых, где не хватало мест, и пищеблоков, вплоть до замены посуды. В Казани внедрили родительский контроль. Изменилось ли качество еды? Первые итоги у Юлии Гоголевой. Повара у нас замечательно. Мы сами с мамами ели несколько раз там. Мне, извините, меня так тошнило из того, что вот я поела. На вкус и цвет товарищей нет, но стандарты в питании должны быть едиными. Это лейтмотив встречи родителей с мэром Казани. В первый раз встречались до Нового года с директорами. Тогда решили ввести родительский контроль в столовых. Школьные столовые посетили более 8 тысяч родителей. Это очень большое число. Мы собрали с них обратную связь. Они заполняли электронные чек-листы, также оставляли свои отзывы в журналах. И что позволило, безусловно, во-первых, снять то напряжение и снять то недовольствие, которое было у родителей по вопросам школьного питания. Если раньше жаловались на остывшую еду, недоваренные макароны и крупно нарубленный в котлетах лук, теперь эти случаи единичны. Сейчас взрослых больше волнует стоимость обедов и льготы. Питание стало значительно лучше, потому что в меню мы видим и фрукты, и овощи, салаты. Это каждый день, и действительно блюда очень вкусные. Впрочем, рыбные котлеты детвора по-прежнему не ест. Выбрасывает до 80% порций, говорит папа 2 учеников 113-й школы, и предлагает заменить их на сырники. Пусть медленно, но верно мы будем
приучать детей к рыбной котлете, потому что это возможно. Мы видим это на примере других школ, мы видим это на примере других детей. Родители зачастую вносят конструктивные предложения, говорит Римма Мухаммедшина. Так, в 126-й гимназии переставили мебель и расширили проходы между столами, чтобы проезжали тележки с супом. А еще горячие блюда поставили ближе к кассе. Все, чтобы еда на столах у детей была теплой. Статистика вещь упрямая. Она говорит о том, что наше решение было правильным, полезным. Я хочу поблагодарить и директоров школ, и родительские комитеты, наших классных руководителей, департамент за то, что за 4 месяца мы достигли определенных качественных улучшений. И если мы будем так вместе двигаться, мы нашу задачу здоровое питание детям обязательно вместе решим. Сегодняшняя совместная встреча родителей, директоров школ и руководства департамента питания была не последней. Подобное общение продолжится, ведь результаты очевидны. За последние 3 месяца число жалоб на школьное питание сократилось почти вдвое. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня в Москве завершилась международная выставка «Продэкспо-2021». Здесь свою продукцию представили 30 товаропроизводителей Татарстана. Победу на дегустационном и международном конкурсе качества одержала компания «Татспиртпром». 16 торговых марок завоевали золотые и серебряные медали, а 2 флагманских бренда удостоены награды «Звезда Продэкспо». Казанский международный фестиваль исторической техники, который в прошлом году отменили из-за пандемии, в этом пройдет 13 августа. Об этом сегодня договорились на собрании клуба любителей исторической техники. Заседание провел президент клуба Фарид Мухаммедшин. Здесь подвели итоги работы за последние 2 года. В 2021-м активисты собираются на фестиваль «Фортуна» в Кронштадте, на автопробег по случаю 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ в Тольятти и на 65-летия начала выпуска ГАЗ-21 в Нижнем Новгороде. Также в этом году клубу исполнится 15 лет. Памятную дату хотят отметить в октябре, в День автомобилиста. Мы договорились чаще встречаться, и не только на площадке города Казани, но и в городах и районах нашей республики. Я приветствую новых членов, которые написали заявление, вступили сегодня в состав клуба любителей авто-ретро-техники. Самое главное событие – это будет международный фестиваль в августе месяце, где мы ждем много гостей из-за рубежа. Серию обучающих семинаров начал Центр избирком Татарстана в преддверии выборов в Госдуму. Они пройдут в сентябре. Сегодня в Казань на занятия приехали члены территориальных избирательных комиссий. К единому дню голосования в Татарстане необходимо подготовить более 22 тысяч организаторов выборов. Как отмечают в ЦИКе, состав комиссии обновился незначительно, но в избирательном законодательстве произошли изменения, которые нужно знать. Переход на работу на постоянной основе, он уже в процессе. И мы понимаем, что это ключевой механизм, который должен заработать, благодаря которому мы сможем значительно усилить и процесс образовательной подготовки наших участковых комиссий, и процесс координации работы. Единороссы продолжают принимать документы на участие в праймерис, а кандидаты в кандидаты уже встречаются с жителями. Накануне диалог состоялся в Бавлах. Здесь участники предварительного голосования презентовали себя, рассказали о программных намерениях и ответили на вопросы. Предложения разные – это и привлечение инвестиций, и развитие малого бизнеса, и изменения в сфере ЖКХ. Новые решения предлагает каждый, а это 70 человек. Столько участников на праймерис на сегодня зарегистрировали в Татарстане. Обо всем подробнее Рамиль Шайдулин. Добрый день, коллеги. Так, присаживайтесь, пожалуйста. В руках дипломы и паспорт, за плечами почти 10 лет работы в Госдуме. Альфия Кагогина, кандидат в кандидаты и будущий участник праймерис. Она подала документы в Набережно-Челнинском округе. Думаю, мы будем обсуждать с ними вместе, с моими земляками, что нужно сделать на федеральном уровне для того, чтобы от кризисного года нам перейти к росту и качества жизни, и к росту экономики. В праймерис участвуют все желающие. Здесь и политические тяжеловесы, и главы районов, и общественники. Что бы вы сделали лучше? Там вот почистить, сделать там сквер какой-то.
таком формате с глазу на глаз участники праймерис встречаются с жителями. Сначала несколько минут, чтобы рассказать о себе, затем о своих намерениях, после ответы на вопросы из зала. Сегодня очередь бавлинцев. Одна из острых проблем здесь – ЖКХ. ЖКХ – это такая отрасль, где конкретики в принципе не может быть. У нас настолько все изношено в Российской Федерации, поэтому в первую очередь нам с этого надо. На площадке 6 кандидатов и вопросы каждому. Вот у депутата Госдумы интересуется, сможет ли он изменить ситуацию с водой. Жалобы на водоснабжение во всем районе. Это решение локальной проблемы, потому что, да, садики, школы, понятно. Но есть сельские поселения, и вот глава сельских поселений соврут. Он не виноват, что там плохая вода. Затронули и другие вопросы. Это и экология, и пенсии, и духовность, и культурный код. Отдельно реализация программ «Наш двор» и развитие общественных пространств. Самые актуальные предложения жителей станут основой народной программы «Единой России». Рамиль Шайдулин, Евгения Ливанова, Эмиль Байрамов, ТНВ, Набережные Челны, Бавлы. В это воскресенье во всем мире отметят День памятников и исторических мест. В столице Татарстана под открытым небом хранятся сотни экспонатов. Сегодня освежить их после зимы вышли бригады Горводзеленхоза со специальной техникой. Какой шампунь используют великий Михаил Ломоносов и Валерий Чкалов, узнала Наталья Мезина. Запылился ты, дорогой, за зиму. Давай помоем тебя. У великих сегодня банный день. Ломоносов, Менделеев, Жуковский, Чкалов, Циолковский и Можайский принимают весенний душ. Блестеть после зимы полагается каждому. На 9 памятников около 6 кубометров воды. Банный сеанс на каждого строго 15 минут. Я испытываю гордость, радость. Я вообще радуюсь за этот город, за Казань. Я очень люблю Казань. И мы стараемся сейчас максимально привести в порядок парк, очистить от грязи, от пыли, радовать людей. Конечно же, не все памятники можно отмыть только руками. Например, чтобы дотянуться до самого Владимира Ильича Ленина, требуется специальная техника и гидрант. Мощный напор воды достигает сразу 15 метров и моментально убирает всю зимнюю пыль и грязь. Все для того, чтобы уже через неделю великий вождь встретил свой день рождения чистым и опрятным. Парк «Крылья Советов» – один из старейших в Казани. Но знают ли сами горожане тех, мимо кого они проходят каждый день? Жуковский? Да. А вы знаете, кто это такой? Ну, так, не очень. Знаете, вы рядом с каким памятником сидите? Можайский. А вы знаете, кто это? Космонавт бывший. Приятно просто посмотреть и знать, кто здесь кому не посвящены, какую-то историю там вернуться в нашу культуру. Я считаю, это необходимо. Масштабная мойка началась по всей Казани. Бронзовых и каменных знаменитостей обновят за 2 месяца. Мойка памятников у нас сейчас происходит. Мойка дорожек и зеленых насаждений. После зимы мы еще их методом дождевания моем. После купального сезона 1 мая в парках заиграет более 2 десятков фонтанов. Первые 3 уже заработали на Баумана и Вьюдина. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Всероссийский день мордовских языков. Он посвящен памяти выдающегося лингвиста Анатолия Рябова, создателя эрзянского алфавита на основе латиницы. В честь него в Казанском доме дружбы народов сегодня писали диктант на эрзянском и макшанском языках. В этом году акция проходит во многих регионах России, где компактно проживает мордовский народ, а также в Казахстане и Эстонии. Текст диктанта из произведения Никулы Эркая «Алешка» в нашей республике акцию посвятили Году родных языков и народного единства. Топалы, красавица Маша, топалы. Люди могут проверить свои знания. Некоторые присутствующие говорили, что они забывают уже свой родной язык. Вместе с этим языком мы свою культуру, свое значение будем передавать и через молодое поколение, которое сегодня присутствует тоже на диктанте. Мы вспоминали язык, потому что сейчас год народных языков, и важно сохранять их, важно не забывать, чтобы наши традиции и обычаи навсегда оставались с нами. 3-й раз уже пишем, прошлый год только не было. Вспоминаем мордовский язык, уже то стали позабывать. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи!
студии София Егорова. Здравствуйте! После нескольких очень теплых дней с рекордными показателями на термометрах в республику вновь постепенно вернется прохлада. Подробности совсем скоро. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево еще на пару градусов станет прохладнее. Осадки по-прежнему не наблюдается. Днем плюс 17. Чуть прохладнее станет в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, плюс 15, без осадков. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше солнце все такое же яркое. Осадки не ожидается. Днем плюс 14-15 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси чуть прохладнее, но солнечно. Аналогичная картина в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Днем 14-16 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше температура продолжит понижаться. Но пока это не сильно заметно. Днем плюс 17. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего один укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. Весна на Аптечной улице. В бережных аптеках от склада и Экона. Снижение цен. Тауфон 99 рублей. Цитрин 129 рублей. Мироместин 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках от склада и Экона. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 30 апреля в аптеках Экона, Бережная аптека и аптека от склада проходит акция «Снижение цен». В Казани ясная погода сохранится, без осадков. Ночью до 5 тепла, а днем около 15 градусов выше 0. Ветер северо-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха низкая, 39%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. До свидания.